Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы с вами будем делать расклад, который называется «По судьбе ли вам ваш любимый человек? Или это все-таки случайная встреча?» Сначала мы выложим ситуацию на старших арканах, чтобы знать, что происходит в принципе сейчас с загаданным человеком. И что на данный момент происходит в ваших отношениях. Так, давайте немножко помешаем карты. Загадайте, пожалуйста, сейчас вашего партнера, которого вы хотите узнать. Представьте его, произнесите про себя его имя. Ну и давайте начнем. Что на данный момент происходит в ваших отношениях? Так. Так как тема у нас расклада «По судьбе ли вам ваш любимый человек?», то тут у нас выходит такая карта, как дьявол. То есть у вас кармические отношения с этим человеком в любом случае на данный момент. То есть вы сильно зависите друг от друга, и у вас может быть сексуальная зависимость, какая-то психологическая зависимость друг от друга. Вот. Есть очень много каких-то страхов, связанных с этими отношениями. Вообще, как бы, скорее всего, карты подсказывают нам, что сейчас какой-то новый виток в ваших отношениях должен появиться, или он начался уже. То есть карты нам подсказывают то, что если вы хотите, чтобы эти отношения были, вышли на новый уровень, так скажем, то надо вот, конечно, избавляться от всяких созависимостей. Вот. И, возможно, тогда вы станете, ну, скажем так, хозяином ситуации, да, то есть сможете выскочить из этих зависимостей и вот как бы трансформировать ваши отношения. Но пока на данный момент здесь есть какие-то внутренние страхи и зависимость. Вот. Это все, что нам говорят карты старшие арканы. Так, такая вот у нас диагностика, да, сейчас такая маленькая была. Сейчас давайте возьмем всю колоду карт, перетасуем и уже копнем поглубже. Так, сейчас мы будем задавать вопрос, что чувствует к вам ваш партнер, как он к вам расположен, какие чувства испытывает. Так. Это продолжение расклада, то есть это не вторая позиция, потому что расклад общий,
Я забыла об этом упомянуть. Так что мы просто продолжаем наше гадание. Что чувствует к вам ваш партнер? Так, ну, конечно, в данный момент он находится в некой задумчивости. Он решает какие-то глобальные планы. Но в то же время у нас есть здесь карта, которая говорит о том, что партнер намерен как-то, скажем так, сделать дорогу к вам. Некая такая трансформация. То есть вот на карте изображено то, что человек переплывает с одного берега на другой. То есть вот этот путь — это некая трансформация. То есть он хочет как бы приехать, приплыть на другой берег, чтобы, ну, как-то, получается, с вами снова встретиться, что ли. Паш кубков у нас тут выходит. Ну, то есть, как бы, эмоции к вам есть в любом случае, но... Так, давайте еще выложим. Что-то я немножко как-то не совсем хорошо выражаю свои мысли, не обижайтесь на меня. Так, что мы еще видим и, значит, какие чувства партнер испытывает к вам. Так. Так. Ну, вообще он находится в каких-то иллюзиях сейчас на данный момент. Как-то ограждается от вас. Иллюзии по поводу чего у нас могут быть? Ну, вообще, конечно, у нас выходит здесь двойка кубков, то есть на прямой вопрос, что он чувствует к вам, выходит карта двое влюбленных, да, как бы. В общем, в любом случае вас любят, но у него есть какие-то иллюзии, и он почему-то ограждается от вас очень сильно. Построил вот такую стену, и он еще вот у нас выходит здесь таким сигнификатором, как хозяин. Хозяин положения он сейчас у нас. Так, давайте зададим вопрос. Что у вас за ситуация на данный момент? Еще раз спросим, почему он от вас так ограждается? Какая ситуация на данный момент ваших отношений? Давайте еще раз спросим. Почему он от вас ограждается? Так. Ну, здесь выходит аж 2 десятки. А десятка — это у нас как бы всегда говорит о каком-то завершении.
Может, у вас была какая-то точка в отношениях, ну, тем более еще десятка мечей. Здесь вообще прям как бы такая очень, можно сказать, ужасная карта. Но тем не менее, как бы даже на этой карте с виду ужасной, как бы на этой карте совершено преступление, причем достаточно такое агрессивное. То есть, например, если враг хочет убить врага, он, скорее всего, просто сделает какое-то одно, скажем так, ножевое ранение, да, то тут у нас сразу 10 мечей, то есть это с такой страстью, скажем так, агрессией воткнуты у нас мечи. Ну, вот, в общем, даже на этой страшной карте, да, так сказать, мы видим все равно восход солнца, то есть это все равно как бы некий такой не совсем конец, печаль. Вот. Так, ну, вы выходите здесь королевой жезлов. Такая страстная очень натура. Эмоциональная. Еще карта звезда, то есть в любом случае здесь был какой-то разрыв. Но кто-то кому-то сделал, да, очень сильно больно. Скорее всего, может быть, даже почему-то я вижу так, что вы оба, скорее всего, сделали друг другу больно. Как бы дошли до точки кипения, скажем так. И что-то, скажем так, себя изжило, иссякло. Но, тем не менее, вы для него королева жезлов. То есть женщина, которая его очень манит, тянет. И в сексуальном тоже плане. И еще карта звезда, карта надежды. Так, давайте еще как-нибудь проясним ситуацию. Давайте спросим, что вы чувствуете к нему на данный момент. Так, что вы чувствуете к нему на данный момент? Так. Вы чувствуете, что эти отношения вообще как бы вас истощают, они вам ничего не приносят, плюс еще здесь был обман. Обман вот по этой карте. Значит, все-таки он вас как-то обманул. Вы хотите, чтобы выпал шанс для этого человека, чтобы, скажем так, по суду он ответил за то, как он поступил с вами, что он как-то некрасиво с вами поступил. Вот. И вы сейчас чувствуете, что эти отношения вам ничего не приносят. Как бы они не плодотворны, не приносят плодов, да, вот по этой карте, по семерке пентаклей. Вот. Так, ну, в любом случае хочу сказать, так, с вами понятно, была какая-то ситуация, где он вам сделал больно, как-то некрасиво повел себя, обманул. Вот, но тем не менее вы для него королева жезлов, то есть женщина, которая очень манит к себе
Ну и еще как бы карта звезда, да, тоже как бы тоже можете по этой карте вы выходить, потому что как такая манящая далекая звезда. Может быть, вы на расстоянии сейчас как раз находитесь. Вот. Ну, в общем, вы хотите его как-то наказать за, за тот поступок, который он совершил. Вот, но тем не менее, вас все равно тянет друг к другу, потому что, помните, у нас там выходили карты э, дьявол, карта дьявол, то есть зависимость друг от друга есть у вас очень сильная. Вот. И в любом случае он как бы вас любит, несмотря на то, что он сделал какую-то дурацкую ситуацию, да. Но, тем не менее, он, кстати, тоже на вас как-то обижен вот по девятке жезлов, потому что выстроил такую оборону. Но, тем не менее, все равно он как бы мечтает о вас. Вот, поэтому... Так, дальше, что у нас еще можно здесь выяснить? Давайте еще раз перетасуем карты. И, скажем так, ответим на такие вопросы. Перспектива ваших отношений. Что у вас будет в перспективе? Как будут развиваться ваши отношения? И ответим под конец на вопрос, по судьбе ли вам этот человек. Так, перспектива ваших отношений. Ого. Понятно. Так. Ну, в общем, видимо, у вас сильная сексуальная зависимость друг от друга есть. Опять выпадает нам карта дьявола, то есть, видимо, все будет продолжаться, пока как-то вот держаться на сексуальном плане. Тут еще и король кубков выходит, и рыцарь жезлов. Ну, человек явно стремится, если говорить о перспективе отношений, то человек очень стремится к вам приехать вот с этим своим жезлом. Тут еще и сам туз жезлов выходит, ну тут прям карты кричат о сексуальном желании к вам. Вот. Плюс еще король кубков. Он выходит как король кубков. Есть у него к вам эмоции, их очень много. Он вас любит, да. Ну вот две карты жезловых и плюс еще дьявол. То есть вот как бы завязка на сексуальном плане. Так, хорошо. Как в дальнейшем ваши отношения будут развиваться? Так. Все-таки будет мир. Так. Угу. Как-то карты повторяются у нас. Карты повторяются. Ну, как будут развиваться ваши отношения? Снова выходит нам вот эта вот последняя карта, шестерка мечей, которая говорит о том, что человек хочет все-таки как-то осознать вот эту всю ситуацию и с одного берега переплыть на другой, к вам. То есть он делает к вам дорогу осознанно. То есть мечи у нас, масти мечей, это у нас связано с как бы с интеллектом, с разумом.
То есть он как-то осознанно хочет подойти к этому моменту, да. Карты мир нам показывают то, что между вами будет мир. Вот. Но, видимо, надо будет пройти через вот эту девятку жезлов, через должно пройти какое-то количество времени, чтобы каждый из вас оборону вот эту снял. То есть, если у вас был какой-то конфликт, в любом случае должен как-то себя изжить, он должен быть прожит, да, этот конфликт. Вот, но карта мир нам говорит о том, что в любом случае, как бы вы помиритесь, да, если у вас была какая-то серьезная ситуация. Шестерка кубков тут выпадает, то есть карта тоже такой ностальгия. Видимо, вот эта вот оборона преодолеется при помощи приятных воспоминаний о ваших отношениях. Вот. И тогда уже после этого к нам приходит вот эта карта, да, что человек делает к вам дорогу через мысленную трансформацию, скажем так. Так, ну что, еще зададим какой вопрос? Давайте спросим, для чего вам даны эти отношения? Чтобы подойти к нашему главному вопросу. По судьбе ли вам этот человек? Для чего вам даны эти отношения? Для чего вам даны эти отношения? Так, для чего они вам даны? Для чего они вам даны? Так. Угу. Ну, карты как бы говорят о том, что эти отношения вам даны для того, чтобы как-то вы научились бороться, что ли. С какими-то мелкими страстями. Чтобы вы сами, скажем так, выковывали свою судьбу. То есть по карте дьявола, которая нам 2 раза вышла уже, то есть карта дьявола это у нас в любом случае не высшая сила, да. Видимо, надо пройти какую-то трансформацию, бороться за истинные чувства, за отношения, чтобы не было вот этих каких-то мелких страстей между вами. Чтобы вот вы из пажа жезлов, да, стали рыцарем кубков. То есть паж жезлов это у нас такое более мелкая карта, да. Ну, то есть нужно бороться за свои эмоции и чувства. То есть, видимо, надо как-то выходить из сексуальной зависимости, да, чтобы все-таки обратить внимание на свои чувства. Так, ну давайте спросим, по судьбе ли вам этот человек вообще? Так, не все, конечно, мне
еще понятно в этом раскладе. Так. По судьбе ли вам этот человек? Ничего себе. Тут два старших аркана выходят, влюбленные, то есть высшие силы действительно говорят о том, что двое влюбленных, да, по судьбе, да, вот тут как бы высшие силы явно благословляют этот союз. Тут он, тем более еще слева, он выходит как хозяин. Помните, в начале он тоже нам выпал сигнификатор как хозяин. Вот, и вот тут выходите справа от этой карты девятка пентаклей, то есть хозяйка тоже такая, то есть женщина, девятка пентаклей у меня ассоциируется с королевой пентаклей. Тоже такая хозяйственная женщина, которая годится в жены. У нее все при ней, все в достатке. Красота, ум, вот это вот материнство. То есть она как жена, она идеальна. Вот это девятка пентаклей, и вот он, тут у нас хозяином выходит. Ну и какая-то вот паш пентаклей нам здесь еще выходит. Что он нам хочет сказать, этот паш пентаклей? Какую новость? Так, давайте еще какой-нибудь финальный вопрос зададим. Давайте спросим у карт совет. Как вам сейчас быть? Как вам сейчас быть? Так, что-то у нас здесь очень много с пентаклями что-то связано. Но вам нужно пройти какую-то трансформацию, может быть, как-то отжить вот эти вот все прошлые ваши какие-то зависимости по дьяволу, да, то есть нужно их трансформировать в себе, чтобы стать, ну, как бы вот человеком, который умеет в себе, скажем так, контролировать все, да, то есть эмоции и чувства, вот, чтобы стать такой, ну, чтобы вам поклонялись, скажем так, да, вот, то есть надо трансформироваться. Что еще тут карты говорят? Хорошие карты, шестерка пентаклей и король пентаклей. То есть вам сейчас как-то надо уйти больше в работу. Ну, также эти карты могут говорить о том, что вам надо поработать над отношениями. Быть более благосклонной, более, скажем так, одаривать, научиться одаривать людей
своими какими-то, может быть, не обязательно тут деньгами, да, то есть пентакли это у нас с деньгами как бы больше ассоциации всегда, но тут мы больше, наверное, говорим о чувствах. Ну, в общем, нужно научиться быть благодарным и отдавать вот эту вот свою любовь, скажем так, дарить, уметь дарить. Вот. Чтобы вы смогли стать вот таким королем, да. Ну, скажем так, в целом я в любом случае сейчас немножко подведу итоги. Не обижайтесь на меня, что я так немножко затянуто говорю, потому что я учусь, я стараюсь для вас. Пишите, кстати, мне комментарии, мне очень важна ваша поддержка. В общем, что я вам хочу сказать? Вывод какой? Да, этот человек вам по судьбе, потому что высшие силы вас благословляют. Но на данный момент вы находитесь вот с этим товарищем дьяволом, вот, в созависимости друг от друга находитесь вы. Вам нужно переходить на новый уровень, конкретно вам нужно трансформироваться. Нужно научиться любить все вокруг, всех вокруг, любить и уметь дарить свою любовь. И через вот эту вот доброту какую-то ваши отношения, мне кажется, трансформируются, и вы будете, скажем так, на коне, да. Я думаю, что человек к вам в любом случае покажется, потому что тут он у нас выходил королем воды, да. Рыцарь у нас тут жезловый, который стремится к вам приехать. Вот. В любом случае, я думаю, что в скором времени все наладится. Тем более к нам выходила карта мира. Вот. Просто вам нужно немножко остыть и дать возможность человеку сделать к вам дорогу по шестерке мечей. Он будет скажем так, такой нелегкий путь проходить через в своих мыслях. То есть он должен тоже в какой-то степени трансформироваться, так же, как и вы. Но такое ощущение, что вы больше должны трансформироваться. Вот. Спасибо вам большое за то, что посмотрели видео. Я буду ждать ваших комментариев. До встречи на моем канале.